Время новостей на канале Абаза, в студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Президент Абхазии Бадра Гумба посетил село Анхуа и город Новый Афон. В Сухуме открылся форум Совета старейшин коренных народов Евразии, а фестиваль духовной и материальной культуры Абхазии «Апсуакот» пройдет в Сухумской крепости. У людей без хронических заболеваний новые штаммы ковид не опасны. В Абхазии всплеск заболеваемости вирусом ковид-19. Начнем выпуск с международной политики. Украина и Россия смогут договориться о мирном урегулировании, а США окажут поддержку в этом процессе, заявил президент США Дональд Трамп, говоря о перспективах разрешения украинского конфликта. При этом Трамп отметил, что решение может быть найдено в течение ближайших 2 недель. Президент США Дональд Трамп предположил, что на его встрече с российским и украинскими коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским можно будет завершить украинский кризис. Мы работаем над организацией встречи Путина с Зеленским. Если она пройдет успешно, то можно будет провести трехстороннюю встречу и уже на ней решить вопрос, сказал Трамп во вторник в интервью Fox News. Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону возможность прямых переговоров с Украиной, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, американский лидер проинформировал российского президента о результатах переговоров с Зеленским и европейскими лидерами. Трамп подчеркнул, что главы стран ЕС поддержали идею прямых переговоров между делегациями России и Украины, а также возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на встрече. Ушаков добавил, что Путин поблагодарил Трампа за достигнутый на саммите на Аляске прогресс в направлении мирного урегулирования конфликта. Россия не отказывается от каких-либо форматов работы по украинскому урегулированию, но контакты на высшем уровне должны быть подготовлены предельно тщательно, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Мы не отказываемся ни от каких форм работы, ни от двусторонних, ни от трехсторонних. Президент об этом неоднократно говорил, сказал он в интервью на канале «Россия-24». Вместе с тем, отметил министр, надо любые контакты с участием первых лиц готовить предельно тщательно. Президент Абхазии Бадра Гумба посетил село Анхуа. Глава государства почтил память погибших жителей села в Отечественной войне народа Абхазии. Некоторые элементы памятника погибшим жителям села, построенного к 30-летию Победы, не закончены. Президент поручил все работы завершить ко Дню Победы. Затем президент осмотрел водоснабжающий резервуар, который обеспечивает водой большую часть села. Резервуары и часть трубопроводов находятся в аварийном состоянии из-за износа. Это приводит к значительным потерям воды и ее дефициту для жителей. Какой объем здесь воды теряем. Надо будет правительственную документацию подготовить. И плюс трубы 2 километра, чтобы значит, до жителей уже водовод. Это она сюда подходит. А дальше Сверху уже сюда да, повезти. да. А отсюда дальше уже. А дальше уже она такая разветвленная, у всех помененная практически. В селе Анхуа сохраняются такие же проблемы, как и в остальных селах нашей страны. Основные проблемы это связаны с водоснабжением, значит, с дорогами, проблемы с дорогами сельскими, с энергообеспечением. Значит, даны поручения управлению капитального строительства по тем сложным вопросам, которые существуют в данном селе. Значит, в ближайшее время осметить все эти работы и приступить к ряду вопросов, которые требуют безотлагательного решения. Мы побывали на резервуаре, который обеспечивает более 70 семей. Значит, резервуар, к сожалению, не позволяет обеспечить в полном объеме водоснабжением. Значит, принято решение
реставрации этого резервуара. И самая главная проблема отсутствие водовода, который мог бы доставить эту воду до резервуара. Это порядка 2 километров. Значит, мы буквально уже на этой неделе необходимый объем, значит, водовода, трубы доставим в село, чтобы обеспечить бесперебойным питанием водой сельских жителей. Вопросы, связанные с электрообеспечением, энергообеспечением, к сожалению, тут, как и практически во многих селах нашей страны, ситуация сложная. Тоже думаю, что до конца года ряд ключевых сложных вопросов, критичных вопросов в этом селе мы точно снимем. Обращение было, значит, жителей села по восстановлению памятника погибшим в Отечественной войне народа Абхазии. Значит, я как раз таки был председателем комиссии по празднованию 30-й годовщины. В рамках этих мероприятий мы выделили средства на восстановление этого памятника. Сегодня увидел своими глазами. Есть определенные проблемы, не хватило тех выделенных средств. Буквально, я думаю, что уже на следующей неделе мы выделим дополнительный объем финансирования для завершения реконструкции этого комплекса. Думаю, что уже к Дню Победы мы эти мероприятия завершим. Бадра Гунба проинспектировал несколько объектов в городе Новом Афоне. Одной из первых президент посетил городскую поликлинику. В медучреждении отсутствует необходимое медицинское оборудование, нет надлежащих условий для приема пациентов. При всех сложностях медперсонал поликлиники обслуживает до 40 тысяч пациентов в год. Ознакомившись с работой поликлиники, Бадра Гунба отметил, что необходимо предпринять первоочередные меры по улучшению условий приема больных и оказания им квалифицированной медицинской помощи. В рамках нашей поездки по Новому Афону мы сегодня посетили ряд ключевых инфраструктурных объектов, такие как поликлиника. Значит, состояние данного объекта, конечно, тяжелое. Значит, помимо отсутствия необходимого медицинского инвентаря, там нет элементарных условий для приема граждан. А даже в нынешних условиях наши врачи, медики, значит, работая в этих условиях, принимают до 40 тысяч пациентов в год. Это огромное количество, это обращения по разным направлениям, это сердечно-сосудистые, обращения к терапевту, лор-врачу, стоматологу. Считаю, что необходимо первоочередные меры предпринять именно по этому объекту, потому что это очень важное направление здоровья граждан нашей страны. Ближайшая доступность до медицинских учреждений – это Гудаута и Сухум. Зачастую бывает так называемый золотой час, в рамках которого необходимо помочь пациентам. В этом смысле мы обязательно предпримем меры по улучшению ситуации в данной поликлинике. Сейчас мы посетили спортивный зал, который восстанавливался, но, к сожалению, работы по нему были приостановлены. Управлению капитального строительства даны поручения, правительству отдельные поручения будут дальше даны по началу финансирования этого объекта. И до Нового года мы этот объект обязательно введем в эксплуатацию. Также есть важно социально значимые общественные места. Афон, значит, славится своими парковыми зонами. Мы посетили могилу Бардадыма, парк, в котором он захоронен. К сожалению, парк сегодня опять-таки в удручающем состоянии, можно назвать его. Здесь хотелось бы отметить, что мы имели общение с предпринимателями, которые буквально рядом построили, восстановили объект гостиничного комплекса, которые взяли на себя обязательство восстановить парковую зону и привести в, значит, место захоронения нашего добровольца, именитого добровольца, поэта Бардадыма в соответствующий порядок. Так что все эти поручения будут на контроле, и ряд решений будут приниматься незамедлительно.
Также мы сегодня посетили железнодорожную станцию Афонскую. Вы знаете, что там уже было принято решение о начале восстановительных работ. Работы проходят до конца года. Эти работы будут завершены уже. Этот, можно сказать, исторический объект будет в надлежащем порядке восстановлен в соответствии с теми требованиями, которые существуют в рамках историко-культурного наследия, будут полностью соответствовать тем нормам и требованиям, которые предъявляются этому объекту. Президент Республики Абхазия Бадра Гунба проверил ход ремонтных работ на вокзале в Новом Афоне. Начавшиеся в июле этого года, они проводятся специалистами РУП «Абхазская железная дорога». Генеральный директор предприятия Арсоу Читанава доложил главе государства о выполненных и запланированных работах. На первом этапе запланирована реставрация фасада, а также полная замена окон и дверей. Поскольку станция входит в список объектов историко-культурного наследия, все работы ведутся под строгим контролем РУП АЖД и Государственного управления по охране историко-культурного наследия. Завершить ремонт планируется к концу этого года. Вопросы повышения в текущем году пенсии инвалидам Отечественной войны народа Абхазии, семьям погибших в Отечественной войне народа Абхазии, семьям умерших инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, пенсионерам, имеющим звания, награжденным орденами, медалями и другим категориям пенсионеров, обсудили на совещании премьер-министр Абхазии Владимир Делба с министром социального обеспечения и демографической политики Русланом Аджба и председателем пенсионного фонда Денисом Гулари. В целях улучшения демографической ситуации Кабинетом министров планируется с 1 января 2026 года повышение размера пособий многодетным семьям. Министр проинформировал, что за последние 10 лет количество многодетных семей, получающих пособие, возросло с 4,5 тысяч до 5,5 тысяч семей. С 1 июля 2025 года Кабинет министров повысил доплаты к пенсиям отдельным категориям пенсионеров, не являющихся получателями пенсии и иных социальных выплат иностранного государства. С 1 августа 2025 года повышены выплаты участникам Великой Отечественной войны, инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам Советской армии, семьям погибших в Великой Отечественной войне, инвалидам боевых действий в Афганистане, семьям погибших в боевых действиях в Афганистане, участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В Сухуми открылся форум Совета старейшин коренных народов Евразии «Абхазская национальная канун Апсуара в системе гуманизации современного миропорядка». Его участники из России, Европы и стран БРИКС обсуждают, как традиционные ценности могут быть встроены в современный миропорядок. Решение провести форум в Сухуми принято Советом старейшин коренных народов России и стран Евразии, Всемирным конгрессом старейшин. Подробности в репортаже Заура Кварча. Форум открыл председатель Совета старейшин Абхазии Аполлон Дума. В своем выступлении он отметил роль Совета в сохранении национального кодекса Апсуара. Иркодексу иагим шагуту адоухат бзазара акабскwe азыказаачкwe принципква системава уртрелагара апсра яюзо янагоксро апснабырг шархела институтахна ажит захосиге зекишксала апсва хунткара аторухачиге иногдон акрстазкваза функцияқәа иуадаҩӡаз аамҭақәа раан аҩныҵҟатәи аполитикаҿы еиԥшым адәныҟатәи аполитикаҿгьы аԥсуа аҳцәа абыргцәа рхеилак ақәыршаҳаҭымкәа изаҟарызаалак ӡбамҭак рыдзыркыломызт. Первый вице-премьер Жансух Нанба зачитал приветственное послание президента Бадры Гунба. Сердечно приветствую вас на форуме, посвященном теме, имеющей особое значение для нашего народа. Апсуара
– это основа нравственной культуры абхазского народа, источник его духовной силы и жизненных ориентиров. Это не только свод неписанных правил, но и живой дух народа, соединяющий в себе традиции, уважение к старшим, взаимопомощи, гостеприимства, готовности встать на защиту своей земли и чести. Сегодня, когда человечество сталкивается с вызовами, требующими новых подходов к построению справедливого и гуманного миропорядка, обращение к ценностям Апсуара приобретает особую актуальность. Выражаю искреннюю признательность организаторам этого очень нужного форума за инициативу его проведения. Желаю всем участникам форума плодотворной работы, содержательных дискуссий и приятного проведения времени в Абхазии. Президент Республики Абхазия Бадра Гунбар. О значении Апсуара в формировании политической доктрины страны говорил общественный и политический деятель Валерий Аршпа. Главная задача для абхазского народа – это забота о развитии и становлении собственного государства. Но возможно ли это только традиционными государственными методами? Полагаю, что этого будет недостаточно. Названная выше мера обязательно должна сосуществовать с комплексом национальных устоев и традиций. Наиболее действенный способ возрождения абхазской идеи – формирование научно-практической основы сплочения народа – национальная доктрина. Ее программные цели и задачи по дальнейшему становлению и развитию общества, нации, государства должны формулироваться и наполняться содержанием, привлекательным и притягательным для населения страны. Мы знаем, что в критические моменты, периоды нашего Отечества, как и во время грузино-абхазской войны, Родину и этнос спасли мощнейшие запасы духовной силы абхазов. Важнейшая роль в этой принадлежала нашему кодексу чести Апсуара. С научной точки зрения Апсуара раскрыл доктор филологических наук Валерий Кварча. Он рассказал об этимологии понятия и исторических предпосылках возникновения кодекса у абхазского народа. В основе любого этнического сообщества лежит язык и определенные нормы общежития, выработанные в процессе их исторического развития. Эти нормы более ярко выражены у народов, имеющих давнюю традицию государственности, в прошлом контакте с древней цивилизацией. Не случайно у абхазов, адыгов и других народов бытует слово «намыс», «ламыс», абхазское «аламыс», «анамыс» в значении «совесть», «честь», «достойное уважение» и гордости этнической нормы поведения, что восходит к греческой «номос». Повторяю, что восходит к греческой «номос» – обычай, нрав, порядок, закон, а также религиозная, этическая правовая норма, имеющая обязательный, общезначимый, неизменный характер в греческих полисах. О важности сохранения языка говорил заведующий кафедрой экологии и техносферной безопасности Северокавказского горно-металлургического института Иван Алборов. И мне особенно приятно то, что здесь разговор идет на своем родном языке в большинстве. Это очень важно сегодня, сохранение этнического своего происхождения, этнического языка. И если мы не будем язык сохранять, то человек, не только человек, а нация исчезнет. Поэтому сколько существует язык, столько существует и нация. Доктор философских наук Иван Тарба предложил комплексный подход к преподаванию Апсуара в школах и вузах. Я думаю, что в первую очередь надо подумать о программе, затем об учебном пособии, но, естественно, собрать группу авторов из числа работников университета Абхазского института гуманитарных исследований. Там должны быть этнологи, там должны быть литераторы, там должны быть юристы для обычного права, там должны быть, естественно, и философы, которые культурологию могут и прочесть. Но диплом ты не выдашь человеку для мирового пространства, это очень актуально сейчас.
преподавателя Апсвара. Преподавателя Уруса нигде нет. Но коль назрело такое время, есть такая потребность, то надо в университете на базе исторического факультета открыть группу культурологов. И в системе культурологии там этнологи, психологи, юристы прочтут, что такое Апсвара. А другая часть, философскую часть мы возьмем на себя, что такое культурология, какие культурные процессы во всем мире происходят. Вот в таком духе надо комплексно заниматься проблемой Апсвара, а не общими словами. Завтра откроем эту школу, завтра мы начнем преподавать. А что вы будете преподавать и кто будет преподавать? К обсуждению присоединились и зарубежные гости. Президент делового совета БРИКС Висенте Барриентас и бельгийский политолог Крис Роман подчеркнули значение международного развития Института Совета Старейшин. Почему я считаю важно развитие этого движения? По той простой причине, что согласно демографическим исследованиям, возраст населения, он меняется к тому, чтобы население стареет везде. Например, в Бразилии 40% населения старше 60 лет, так как и в России. Вот. Значит, у нас 40 миллионов и в Бразилии, и в России уже 80 миллионов из старших 60 лет. В Китае и Индии эта цифра равняется 300 миллионов, то есть уже получается 680 миллионов. И с учетом других стран БРИКС, эта цифра дойдет до 1 миллиарда населения. То есть получается, что 1/7 часть населения в возрасте старше 60 лет. И что получается? Что это население, хотя остановить, она уже обогащенная знаниями и опытом 60-летней жизни, она уже может приводить плюсы и плоды обществу. И я согласен с коллегой, который говорил о том, что мы должны создать и университет, и факультет для переподготовки всего этого персонала, который может быть еще полезным обществу. А если не обществу, по крайней мере, своей семье. Традиции народов – это не просто обычаи или ритуалы. Это мудрость, передаваемая из поколения в поколение, которая помогает нам оставаться связанными с нашими корнями и учить уважать друг друга. Старшие поколения играют в этом важную роль. Они являются носителями этой мудрости и мостами между прошлым и настоящим. Их опыт помогает нам находить пути укрепления связей между народами, основанных на уважении и понимании. Обсуждения на форуме продолжатся в течение 2 дней. Его участники уверены, традиционный кодекс Апсвара способен стать основой для диалога культур и укрепления взаимопонимания в современном мире. Заур Кварча, Торник Амичба, Абазатовы. Фестиваль духовной и материальной культуры Абхазии «Апсуакот» пройдет в Сухумской крепости с 20 по 24 августа. Для гостей фестиваля будет организовано несколько зон: фото- и видеоинсталляции об историческом и современном богатстве Абхазии, зоны с продукцией местных ремесленников, детская интерактивная зона, в том числе презентация новой настольной игры на основе абхазского эпоса, а также зона с напитками и продукцией известных сельхозпроизводителей. О том, как организаторы готовятся к открытию и что ждет гостей фестиваля, расскажет Надежда Боровикова. Сана Тарба, дизайнер, предприниматель, основатель бренда керамики и магазина Oven, впервые пробует себя в роли общественного деятеля и организатора фестиваля. С января этого года Сана Тарба реализует проект, посвященный духовной и материальной культуре Абхазии. Идея этого проекта она возникла потому, что мне не хватало понимания какого-то целостного нашей культуры, нашего наследия. То есть я была воспитана традиционно по-абхазски, но почему, зачем, там, надо делать так, почему сложилось так, что надо делать так. То есть это же надо тоже копать вглубь, это такой более исследовательский интерес, скорее как научный.
И мне всегда было интересно это, я была готова там копаться в книгах, рыться в библиотеках, изучать все это, смотреть архивные снимки. Но это было как будто важно для меня, то есть не потерять вот эту связь и по возможности передать ее своим детям. А чтобы передать ее дальше следующим поколениям, мы сами уже должны не просто как-то интуитивно, наверное, это знать, а вот, может, чуть глубже, учитывая то, какая сейчас ситуация, что мы так стараемся осовремениться, подражаем другим культурам и так далее. Чуть-чуть, мне кажется, в моменте мы забываем про то, кто мы на самом деле есть, и что нам есть чем гордиться, нам есть чем, что мы наполнены уже достаточно. В поисках ответов на свои вопросы Сана Тарба посещала музеи и библиотеки, общалась с историками, археологами и этнографами, изучала абхазские узоры и орнаменты, собирала архивные фотографии и делала новые фото и видео уникальных природных красот Абхазии. Также в рамках проекта местные ремесленники прошли серию мастер-классов по созданию собственного бренда и маркетингу, а фестиваль «Апсуакот» – это своего рода подведение итогов проекта и презентация собранного материала широкой общественности. У нас будет несколько зон. Самая первая на входе зона – это ознакомительная, плюс зона сувениров. Здесь мы собираем как ремесленные продукты, так и сувенирную продукцию тех проектов, которые тоже вот похожего плана, как наш. То есть, например, недавно был реализован проект «Мозаика», который был посвящен нашим мозаичным объектам. Внутри будет медиазона, то есть там будут аудиоинсталляции, видеоинсталляции, фотоинсталляции. Это как раз то, что мы снимали в рамках проекта. Далее будет информационная часть из стендов образовательных, где мы вкратце, мы просто выбрали какие-то аспекты культуры нашей, там, не знаю, долголетие, отношение к старшим, кухня, ремесла. И очень кратко, очень доступно на абхазском и на русском языках, сопровожденная тоже визуалом, какими-то архивными снимками. Отдельное внимание на фестивале уделят детскому направлению. Здесь будут скатерти, раскраски с национальным орнаментом, мастер-классы по лепке, интерактивные уроки абхазского языка. Организаторы проекта даже разработали настольную игру на основе нардского эпоса. Будет зона интерактивная и фуд-зона, мы их совмещаем. Там как раз будет представлена настольная игра. Плюс будет фуд-зона, где именно локальные какие-то продукты будут продаваться, закуски. Ну, то есть еды как таковой мы не предполагаем, но будет барная карта, которая тоже концептуально связана с абхазскими продуктами, с нашим местным каким-то колоритом. Там же будут проводиться мастер-классы для детей по лепке, и мы предполагаем, что будет программа тоже с играми, с кроссвордами и так далее. Все это с абхазским языком связано. Языковая школа будет проводить вот этот конкурс там для детишек. И, наконец, финальная зона, вот центральная, получается, как сцена. Мы определили ее как сценическую, вот под центральным этим деревом, под флагом. Будут проходить все выступления, лектории. И, в принципе, все, вот, что требует зрителей и взаимодействия с кем-то выступающим. Фестиваль продлится 4 дня с 20 по 24 августа. Основные мероприятия будут проходить вечером, чтобы гости могли ознакомиться с многочисленными зонами фестиваля и поучаствовать в активностях, не изнывая от жары. Торжественное открытие фестиваля «Апсуакот» состоится 20 августа в 6 часов вечера. Надежда Боровикова, Владимир Капуза, Абаза ТВ. Объем операций в национальной платежной системе Абхазии за первое полугодие 2025 года составил 17,5 миллиардов рублей, что на 9,8% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщается на сайте Банка Абхазии. Банковскими картами в Абхазии за первое полугодие было оплачено товаров и услуг на общую сумму 6,8 миллиардов рублей. Из них картами АПРА расплатились на сумму 554 миллиона рублей, а картами международных платежных систем на сумму 6,3 миллиарда рублей. Общее количество активных карт АПРА на 1 июля 2025 год составило 67 645 штук, количество действующих банкоматов 160. С развитием новых технологий появляются все более изощренные виды телефонного мошенничества. Одно из последних изобретений преступников – взламывать мессенджеры и рассылать голосовые сообщения от лица владельца аккаунта.
Вот основные схемы. «Одолжи мне денег», вам звонит служба безопасности банка. Проходит секретная операция, ложные сотрудники полиции. Срок действия номера истекает. Фальшивая лотерея, родственник в беде, фальшивое голосование. Подробно нам по телефону, какими фразами чаще всего пользуются телефонные мошенники, рассказала руководитель представительства ПСБ в Абхазии Виолетта Нижарадзе. В последнее время участились случаи, когда мошенники с помощью искусственного интеллекта подделывают голос и даже видеоизображение. Поэтому, как только во время звонка в мессенджере вас просят одолжить денег, прекращайте общение и сразу перезванивайте собеседнику по обычной мобильной связи. Излюбленная уловка мошенников – представляться сотрудниками спецслужб или правоохранительных органов. Сразу прекращайте разговор. Если слышите фразу «Вам звонит служба безопасности банка», прямо сейчас на вас кто-то пытается оформить кредит, подтвердите, что это вы. В таких случаях необходимо положить трубку и перезвонить сразу на горячую линию банка для выяснения всех вопросов. Также вас должна насторожить фраза «Вы выиграли в благотворительной лотерее» или «Проголосуй за дочь, сестру, племянницу» или друга. Такие сообщения всегда сопровождаются ссылкой. Ни в коем случае нельзя переходить по незнакомым ссылкам. С их помощью мошенники получают доступ к мобильному банку и похищают деньги с ваших счетов. ПСБ просит жителей Абхазии быть бдительными, не сообщать свои данные по телефону или в переписке и никогда не переходить по незнакомым ссылкам. Тщательно перепроверяйте любую информацию, берегите себя и свои финансы. 9 аппаратов для добычи криптовалют изъяли в Сухуми. Ферму оборудовали в нежилом помещении, принадлежащем Олегу Штыкову, сообщили в ГТК Абхазии. Машинки были подключены к сети. Сам Штыков рассказал, что купил аппараты у незнакомца в Гагре. Документов, подтверждавших таможенное декларирование, у него не было. Оборудование изъяли, возбуждено дело об административном правонарушении. Аппараты для добычи криптовалюты изъяли на железнодорожной станции Цандрыпш. 17 августа в ходе реализации оперативной информации на железнодорожной станции поселка Цандрыпш задержали пассажира электропоезда «Диаскурия», направлявшегося по маршруту Меретинский курорт Новый Афон, гражданина Республики Абхазия Исмаилова Мурада Джониевича, 86 года рождения. Согласно оперативной информации, он незаконно ввез в страну 6 аппаратов для добычи криптовалюты. Также у гражданина Исмаилова были комплектующие к майнинг-аппаратам в количестве 18 штук. Запрещенное к ввозу на территорию республики оборудование для майнинга изъято. Возбуждено дело об административном правонарушении. Жилой дом сгорел в Дранде, сообщили «Спутник» в МЧС Абхазии. На место происшествия выехали 2 пожарных расчета. Но в момент, когда поступил сигнал, огнем уже была охвачена большая площадь. Дом полностью выгорел, рассказали в ведомстве. Пострадавших нет, причины возгорания выясняются. В Абхазии всплеск заболеваемостью вирусом COVID-19. По словам врачей, 3 штамма уже не такие опасные, как 5 лет назад, и болезнь протекает достаточно легко. Однако есть группы населения, которым стоит внимательнее относиться к своему состоянию в период вспышки этой вирусной инфекции. Подробности у Марианы Котовой. Легкое недомогание, ломота в суставах, першение в горле и температура – признаки острой вирусной инфекции, в том числе и COVID-19. Вирус ослаб и не настолько летален, как 5 лет назад, но все еще достаточно активен. Тем более сейчас, когда население Абхазии существенно увеличилось за счет туристов, а многочисленные массовые мероприятия способствуют передаче инфекции. Подъем заболеваемости ковидом у нас начался в этом году примерно с 13.07. И постепенно он идет наверх. Это можно объяснить тем, что, во-первых, у нас увеличилось количество населения в летний период, как всегда, за счет отдыхающих. Нужно ехать в отпуск, если есть недомогание или небольшая температура.
значит, они игнорируют эту симптоматику, поскольку билеты уже куплены, там, отель зарезервирован и так далее. И то же самое делают наши граждане. В летний период много работы, летний день год кормит, да? И, соответственно, с симптомами простуды они спокойно выходят на работу, общаются и так далее. По словам врачей, сегодня в мире курсируют 3 штамма вируса COVID-19. Все они достаточно легкие и не способны причинить существенного вреда здоровому организму. На данный момент в нашей лаборатории мы не исследуем на типы штаммов, но они общеизвестны. Это Nimbus, Stratus, XEC. То есть врачи романтичные, поэтому называют каждый раз какими-то невидимыми, такими необычными названиями. У молодых и здоровых людей COVID-19 может протекать бессимптомно или вызвать незначительное ухудшение самочувствия. Но у тех, кто имеет сопутствующие заболевания, особенно сосудистые, инфекция может привести к тяжелым последствиям. Особо бдительны это беременные, которые боятся ковида, конечно, они всегда с нами на связи, с нами или с лечащим акушером-гинекологом, но, к счастью, это все протекает легко. У нас был один пациент постковидный, крайне тяжелый, с тяжелейшей субтотальной пневмонией, но недавно был выписан. У него уровень додимера был больше 10 тысяч. На выписке уже был 900, то есть пациент был крайне тяжелый, был не такой коморбидный, мы не ожидали такое течение у него, но оно имело место быть, и, к счастью, этот пациент выздоровел. И, к счастью, таких пациентов встречается мало, но они бывают. Чтобы не заболеть и не принести заразу в дом, врачи призывают соблюдать элементарные меры безопасности. Мытье рук и социальная дистанция – самые эффективные из них. Да, ковид начал протекать легче, но отсюда высокая заразность его никуда не делась. И меры профилактики все те же. Это не контактировать с больными, это соблюдать социальную дистанцию, если заболел, стараться не заражать окружающих. В настоящий момент тяжелых пациентов с диагнозом COVID-19 в больницах Абхазии нет. Все медучреждения обеспечены достаточным количеством тестов для определения инфекции. Специфического лечения COVID-19 нет, но важно отслеживать показатели свертываемости крови и лечиться симптоматически под наблюдением врача. Марианна Котова, Инна Лагухава, Абаза ТВ. В Сухуми на базе средней школы номер 6 состоялось открытие многофункциональной спортивной площадки. Министр просвещения Абхазии Хана Гунба присутствовал на открытии и подчеркнула важность строительства таких объектов. Проект реализован при поддержке Краснодарского края и движения «Россия молодая». На церемонии открытия присутствовали также спикер парламента Лаша Ашуба, директор школы Лолита Каца и представители общественных организаций. Площадка оснащена для игры в футбол, баскетбол, волейбол, а также включает в себя уличные тренажеры. После официального открытия состоялась тренировка школьных волейбольных команд, которые первыми смогли опробовать новые условия для занятия спортом. 29 школьников из Абхазии отправились в Москву на университетскую смену. Программа, организованная совместно Министерствами образования России и просвещения Абхазии, осуществляется на базе Российского государственного университета туризма и сервиса. Для ребят подготовили занятия по профориентации и экскурсии. Цель программы – познакомить школьников со сферой туризма и помочь им определиться с будущей профессией. Сегодня дети, школьники Республики Абхазия из всех районов смогут посетить город Москву, будут посещать Российский государственный университет сервиса и туризма, где для детей проведут профориентационную работу. Помимо этого будет по городу Москва организованы экскурсионные маршруты. Для детей мы думаем, что это будет хорошая возможность познать и узнать студенческую жизнь. На университетские смены я иду впервые. Я очень рада, что у нас есть такая возможность посетить такое мероприятие, тем более на целых 10 дней. Я надеюсь, что нам все понравится, постараемся быть активными.
Росдрам, фонд Ашан и Академия Хурма совместно поставят инклюзивный спектакль в рамках проекта «Искусство без границ». Сегодня актеры театра и подопечные музыкальной академии, дети с ограниченными возможностями здоровья познакомились и приступили к подготовке спектакля, рассказала спутник директор Хурмы Инна Грищенко. Это стало возможным благодаря поддержке Российского фонда президентских грантов проекта «Музыка нас связала. Социальный диалог России и Абхазии». По словам актера Росдрама, режиссера Джамбула Жордания, впереди большая работа, однако дети уже на первом знакомстве проявили артистичность и большой творческий потенциал. Со спектаклем мы определились еще 2 года назад. Сейчас нужно немного адаптировать сценарий с учетом особенностей наших юных артистов. Но на это уйдет около 3-4 месяцев, уточнил он. Посольство России в Абхазии при поддержке представительства Россотрудничества и МКДЦ Дом Москвы проводит выставку «Мариуполь-2022-2025». Автор фотопроекта, главный редактор журнала «Новый регион России», член Союза журналистов России, фотограф-документалист Сергей Винявский. Материалы выставки включают фотографии, сделанные в Мариуполе с разницей в 3 года и визуально демонстрируют возрождение города и его возвращение к мирной и стабильной жизни после освобождения от украинских неонацистских формирований. Церемония открытия состоится 22 августа 2025 года в 15:00 в Дом Москвы в Сухуми. Турпоток в Абхазию в 2025 году может вырасти до 2 миллионов человек, что на 30% больше прошлогодних показателей, сообщил в интервью «Радио Спутник» вице-президент АТОР Сергей Ромашкин. По его словам, в 2024 году в республике отдохнули около 1,5 миллиона путешественников. Это отличный рост для сравнения у многих российских направлений. Увеличение турпотока составляет не более 10%, добавил он. Ромашкин также подчеркнул, что курортный сезон в Абхазии длится дольше, чем в Краснодарском крае, а море здесь теплее благодаря особенностям климата и географии. Видеоконкурс «Абхазия в кадре» презентовали в Сухуми. На пляже Марнера в Сухуми прошла презентация видеоконкурса «Абхазия в кадре», организованного Министерством туризма. Этот конкурс призван раскрыть туристический потенциал страны, стимулировать создание пользовательского контента и создать благоприятный образ Абхазии в цифровом пространстве. Конкурс открыт для всех, условия просты. Подпишитесь на аккаунты Министерства в Инстаграм и Телеграм. Опубликуйте свое видео с хэштегом «Абхазия в кадре». Укажите номинацию «Природа Абхазии» или «Абхазия глазами детей». Отметьте Минтуризма в посте. Главные призы включают iPhone 16 Pro, путевки в пансионаты и отели Абхазия, а также сувениры и подарки от партнеров. А в завершении выпуска прогноз погоды. В среду 20 августа в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Местами в конце дня, поздним вечером, кратковременный дождь, гроза. Сохранится удушливо жаркая погода с высоким уровнем ультрафиолетового излучения. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Ветер слабо умеренный. Температура воздуха ночью 17-22, днем 27-32. Температура морской воды плюс 28. Волнение морской воды слабо умеренное. Относительная влажность воздуха 60-80%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.